40 лет подряд, каждый божий четверг, моя жена Вера ходила в сберкассу. В дождь, в гололед, в гриб с температурой под 39. Она надевала свой берет, брала хозяйственную сумку и шла, как заведенная, как солдат в караул. Я никогда не спрашивал, зачем. Я верил ей так, как верят в то, что солнце встанет на востоке. Я всю жизнь горбатился на северах, строил газопроводы, месил бетон и варил сталь при минус 40, чтобы у моей семьи было все. Я думал, она копит нам на старость. Или, может, тайком переводит деньги в какой-нибудь фонд помощи больным детям. У Веры всегда было слишком мягкое сердце. Каким же я был идиотом. Старым, слепым, наивным дураком. Когда она умерла на прошлой неделе, я вскрыл ее шкаф и нашел правду. Она лежала под стопкой накрахмаленных простыней. Простая школьная тетрадка в клеточку за 3 копейки с синей обложкой. И записи в этой тетради заставили мою кровь, которая не стыла даже в заполярных ветрах, превратиться в лед. Женщина, с которой я делил постель, хлеб и жизнь, 40 лет вела двойную бухгалтерию. И эта тайна была готова уничтожить все, что я знал о своей семье, о своей фамилии, о своей крови. Прежде чем я расскажу вам, что было в той тетради, и как я сделал так, что мой собственный сын пожалел о дне своего рождения, я хочу спросить, случалось ли вам чувствовать, как внутри все обрывается от догадки? Если вы хоть раз ощущали этот холодный ком в животе, когда понимаешь, близкие лгут тебе в глаза, то слушайте меня внимательно. Меня зовут Тимофей Ильич, мне 78 лет. Я инженер-строитель, ветеран труда. Я умею слышать, как поет металл перед тем, как лопнуть. И вижу трещину в фундаменте задолго до того, как дом покосится. Но в тот серый промозглый вторник на северном кладбище я не разглядел самую страшную трещину в моей жизни. Ту, что прошла прямо через мое сердце. Небо над городом висело грязной, мокрой тряпкой. Январь в этом году выдался паскудный. Снег не лежал белым покровом, как полагается, а сразу превращался в бурую кашу под ногами. На кладбище было ветрено. Ветер был злой, колючий. Он швырял в лицо ледяную крупу и трепал ленты на венках. Любимой маме, дорогой жене. Золотые буквы на черном и алом сатине бились друг о друга с сухим, шелестящим звуком. Я стоял у края ямы и смотрел, как комья мерзлой земли с глухим стуком падают на полированную крышку гроба. Бух, бух, бух. С каждым ударом внутри меня что-то выключалось. Словно в огромном цеху гасили свет. Рубильник за рубильником. Рядом стоял Глеб, мой сын. Ему уже 58, а он все ежился, втянув голову в плечи своего модного, но слишком легкого для такой погоды пальто. Он не смотрел в яму. Он бегал глазами по толпе родственников, теребил край шарфа, переминался с ноги на ногу. Можно было подумать, что он замерз. Но я-то знал этот взгляд. Так смотрят не от холода. Так смотрят, когда хотят, чтобы все поскорее закончилось. «Пап, идем в машину», — шепнул он, когда могильщики начали формировать холмик. «Простынешь. Тебе нельзя». Его голос звучал заботливо, но в нем слышалась та самая фальшивая нота, от которой у меня всегда сводило скулы. Глеб взял меня под локоть, и я почувствовал, как дрожит его рука. Мелкая противная дрожь. Квартира встретила нас запахом, который я ненавидел с детства. Запах большой беды. Смесь волокордина, еловой хвои и дешевых свечей. В прихожей было не развернуться. Груда чужих пальто, мокрые следы на линолеуме, тихие голоса, шарканье. Соседки, бабы Маша и Валя, уже суетились на кухне. Звенели тарелки, кто-то резал хлеб. В большой комнате раздвинули старый стол-книжку.
тот самый, советский, полированный, за которым мы отмечали все дни рождения, проводы в армию, свадьбы. Теперь вот похороны. Я сел во главе стола. Место Веры пустовало. Кто-то поставил туда рюмку, накрытую ломтем черного хлеба. Я смотрел на этот хлеб и не мог понять, почему я до сих пор дышу. Казалось, воздуха в комнате нет, есть только этот липкий, душный туман. «Земля пухом, Верочке Андреевне», — затянула какая-то дальняя родственница со стороны жены. Грузная женщина с заплаканным лицом. Мы выпили, не чокаясь. Водка обожгла горло, но тепла не дала. Я сидел как каменное изваяние, кивал, когда ко мне обращались, но слов не разбирал. Вокруг гудели. Какая женщина была, святая душа, никого не обидела. Глеб сидел справа от меня. Он опрокинул стопку быстро, профессионально, даже не занюхав. И тут же потянулся за бутылкой, чтобы налить по второй. «Патя». Глеб наклонился ко мне, обдав перегаром, смешанным с дорогим одеколоном. «Ты как? Держишься?» Я медленно повернул голову. «Держусь, Глеб. А что мне будет? Я старый, меня ломом не перешибешь». Сын как-то криво усмехнулся и поправил манжет рубашки. И тут мой взгляд зацепился. На его запястье, выглядывая из-под рукава пиджака, блеснул металл. Часы. Массивные, золотые, с тяжелым браслетом. Rolex. Или очень качественная подделка, или настоящая. В голове что-то щелкнуло. 3 дня назад, когда Вера умерла в больнице, Глеб звонил мне ночью. Он рыдал в трубку, говорил, что у него полная жопа с бизнесом, что счета арестованы налоговой, что он не может дать ни копейки на похороны. «Батя, выручай, у меня даже на бензин нет, кредиторы душат», — ныл он тогда. Я оплатил все. Гроб, место, поминки, автобус. Я выгреб все, что было на моей пенсионной карте, и еще занял у Петровича. Потому что это для матери. А теперь он сидит здесь, жрет водку и сверкает часами, которые стоят, как моя Нива, а то и дороже. «Хорошие часы», — тихо сказал я, не отводя взгляда от его запястья. Глеб дернулся, словно его ударили током. Резко одернул рукав, пряча золото. Глаза его забегали. «А? Это... Да это реплика, пап, китайская. Друг подарил, чтобы статус поддержать, на переговоры ходить. Ты же понимаешь, бизнес сейчас. Имидж — это все». Он врал. Я знал, когда он врет. У него в такие моменты дергалось левое веко. Совсем чуть-чуть. Привычка с детства, когда он стащил у меня из кошелька 10 на жвачки. «Имидж, значит», — протянул я. «А на памятник матери у тебя имиджа не нашлось». Глеб покраснел. Пятна пошли по шее. «Пап, ну не начинай. Ты же знаешь ситуацию. Я все отдам. Как только тема с поставками выгорит». Он замолчал, налил себе еще водки и выпил залпом. Разговор за столом снова стал громким. Кто-то вспоминал, как Вера пекла пироги с капустой. Глеб расслабился, видя, что я не продолжаю допрос. Но внутри меня уже заворочился тяжелый, холодный червь сомнения. Через час, когда народ повалил курить на лестничную клетку, Глеб подошел ко мне снова. Он уже заметно захмелел, осмелел. «Слушай, батя, тут такое дело». Он понизил голос, озираясь на дверь кухни. «Мама говорила. В общем, у нее в кабинете, в секретере, папка лежала. С документами на дачу и старыми счетами. Мне бы забрать ее надо. Там доверенность какая-то старая на мое имя. Юрист спрашивал для переоформления». «Какая доверенность?» Я нахмурился. «Дача на мне. Квартира на нас с матерью. Чего тебе оформлять?» «Ну, пап, ты не понимаешь юридических тонкостей». В его голосе прорезались истеричные нотки.
Там нюансы с землей. Короче, дай ключи от кабинета, я быстро гляну и заберу, чтобы потом не мотаться». Он протянул руку ладонью вверх. Ждущий жест. Требовательный. В его глазах я увидел не скорбь. Я увидел страх и жадность. Такую животную, неприкрытую жадность, от которой становится стыдно не тому, кто жаждет, а тому, кто на это смотрит. Кабинет. Маленькая комнатушка, бывшая кладовка, которую Вера переделала под себя. Она там вышивала, читала, хранила свои квитанции. Она всегда запирала ее на ключ, когда уходили гости. «Порядок люблю, Тимоша», — говорила она. «Ключи у меня», — сказал я, глядя сыну прямо в переносицу. «Но в кабинет я пойду сам. Завтра. Сегодня не до бумажек». «Пап, ну мне срочно! Завтра юрист уезжает!» Глеб почти сорвался на крик, привлекая внимание Светки, моей дочери, которая тихо мыла посуду на кухне. «Я сказал нет», — отрезал я. Голос прозвучал, как удар молота по наковальне. «Сядь и выпей за мать, или уходи». Глеб застыл. Его лицо перекосило злобой, но он тут же натянул маску оскорбленной невинности. «Ладно, ладно, батя, как скажешь. Я просто помочь хотел». Он отошел, но я чувствовал его взгляд спиной. Тяжелый, липкий взгляд. Когда последние гости разошлись, и Света, поцеловав меня в колючую щеку, уехала к детям, я остался в пустой квартире. Тишина давила на уши. Тиканье настенных часов казалось грохотом. Я подошел к двери Вериного кабинета. Достал связку ключей. Руки дрожали. Зачем Глебу так срочно понадобились старые счета? Откуда у банкрота золотые часы? И почему моя Вера, которая никогда ничего от меня не скрывала, последние годы вздрагивала от каждого телефонного звонка? Я повернул ключ в замке. Щелчок прозвучал, как выстрел. Я еще не знал, что открываю дверь в ад. Дверь подалась тихим скрипом, будто жалуясь на вторжение. Я шагнул через порог и сразу ощутил этот запах. Запах сухой лаванды, старой бумаги и ее духов «Красная Москва», которыми она душилась только по праздникам. Запах был настолько живым, густым, что мне на секунду показалось, она здесь. Сидит в своем кресле у окна, склонившись над пяльцами, и сейчас поднимет голову, поправит очки на носу и спросит: «Тимоша, ты чего не спишь?» Но кресло было пустым. На спинке висела ее шерстяная кофта, серая, растянутая, с катышками на рукавах. Она надевала ее, когда жнобила. Я протянул руку, коснулся шерсти. Она была холодной. В этой комнате все было холодным. Я щелкнул выключателем. Желтый свет старой люстры с одним перегоревшим плафоном выхватил из полумрака тесный мир моей жены. Швейная машинка «Подольск» в деревянном футляре. Стопки журналов «Бурда» за лохматые годы. И тот самый секретер. Лакированный гроб на ножках производства ГДР, гордость советского дефицита 80-х. Я подошел к нему, чувствуя себя вором в собственном доме. «Прости, Вера», — прошептал я в пустоту. «Но Глеб, он что-то знает, и я должен узнать тоже». Ключ мягко провернулся в скважине откидной столешницы. Я опустил крышку. Внутри царил идеальный порядок, тот самый, от которого меня порой коробило при жизни. Ручки в стаканчике одна к одной. Квитанции за квартиру в отдельной папке по годам, скрепленные скрепками. Стопка поздравительных открыток. Я начал перебирать бумаги. Сначала осторожно, боясь нарушить симметрию, потом быстрее, лихорадочнее. Документы на дачу? Вот они, лежат сверху, в прозрачном файле. Свидетельство о собственности, кадастровый паспорт. Ничего особенного. Обычные бумажки, которые никому не нужны срочно, тем более зимой. Глеб врал. Я выдвинул маленький ящичек внутри секретера. Там лежала коробочка из-под Монпансье с пуговицами, старые монеты и... На самом дне, под стопкой выкроек, я нащупал что-то твердое.
Это была обычная, общая тетрадь в 96 листов. Советская еще, с клеенчатой синей обложкой, на которой было написано «Для работ по». Вера аккуратно закрасила строчку и вывела своим каллиграфическим почерком учителя начальных классов одно слово — «Учет». Я сел в ее кресло. Пружины жалобно скрипнули подо мной. Открыл первую страницу. 14 февраля 1985 года. Дата была подчеркнута красной ручкой. Напротив даты стояла сумма — 150 рублей. И короткая приписка. «Отдала». Я нахмурился. 1985 год. Я тогда работал мастером на заводе, получал 220. 150 рублей — это были огромные деньги. Больше половины зарплаты. Куда она могла их отдать? Я перевернул страницу. 21 февраля 1985 года. Четверг. 150 рублей. 28 февраля 1985 года. Четверг. 150 рублей. 7 марта 1985 года. Четверг. 150 рублей. Столбцы цифр тянулись бесконечно. Менялись чернила с синих на черные, потом на фиолетовые. Менялся почерк. Сначала твердый, нажимистый, к концу тетради дрожащий, старческий. Не менялось только одно — регулярность. Каждый четверг. Каждую неделю. 40 лет подряд. Я листал страницы, и перед глазами мелькала история нашей страны, выраженная в денежных знаках. 1991 год. Суммы выросли. 500 рублей. 1000 рублей. 1993 год. Инфляция. Суммы стали чудовищными. 50 тысяч. 100 тысяч. 1998 год. Дефолт. Запись. Доллары. 100 долларов. Откуда у нее были доллары в 98-м? Мы тогда картошку ели с огорода и макароны по-флотски без мяса. Я помню, как я ходил в стоптанных ботинках, подклеивая подошву эпоксидкой, потому что нам не хватало на новые. А она отдавала по 100 долларов? Кому? Меня бросило в жар. Я расстегнул ворот рубашки, воздуха не хватало. 2005 год. Снова рубли. 5000. 2015 год. 15 тысяч. 2024 год. Суммы стали стабильными. 25 тысяч рублей. Каждую неделю. Я схватил калькулятор, лежавший тут же на столе. Пальцы не слушались, попадая мимо кнопок. Я начал считать. Складывал, умножал, переводил по приблизительному курсу. К концу подсчетов у меня зашумело в ушах. Итоговая сумма была астрономической. Это были не просто деньги. Это были 3 трехкомнатные квартиры в центре нашего города. Или хорошая дача в Подмосковье. Или лечение моих зубов, которые мы откладывали 10 лет. Или поездка на море, о которой Вера мечтала всю жизнь, но мы так и не съездили, потому что, Тимоша, денег нет, надо экономить. «Экономить», — выдохнул я. Слово повисло в тишине тяжелым камнем. Мы жили бедно. Не нищие, но от зарплаты до зарплаты. Я помню, как она штопала мои носки на лампочке. Помню, как мы покупали самые дешевые сосиски. Помню, как она отказывалась от покупки нового пальто 5 зим подряд, говоря, что старое еще ничего. Все в семью, Тимоша. Времена тяжелые. Времена были тяжелые. А у нее, оказывается, была черная дыра, в которую она сливала все. Мою зарплату, свою пенсию, наши гробовые. Я закрыл тетрадь. Руки тряслись так, что тетрадь шлепнулась на пол. Из нее выпал маленький листок. Квитанция из ломбарда, датированная 2008 годом. Золотое кольцо с рубином, вес 3 грамма. Это было ее обручальное кольцо. То самое, которое она якобы
Потеряла в огороде, когда копала картошку. Я тогда еще успокаивал ее, говорил: «Не плачь, Верочка, главное, мы живы, а железку новую купим». Она не потеряла его. Она его заложила, чтобы в четверг отнести деньги. Я сидел в пустой комнате, окруженной вещами женщины, которую, как мне казалось, я знал до последней родинки, и понимал, что я жил с незнакомкой. Кто? Любовник? Шантажист? Секта? Или... Я вспомнил взгляд Глеба. Вспомнил его трясущиеся руки, его дорогие часы, его панику из-за этой комнаты. Там документы на дачу. «Нет, сынок», — прохрипел я, поднимаясь с кресла. Ноги были ватными. «Это не документы на дачу. Это твой приговор». Я не спал всю ночь. Я ходил по квартире из угла в угол, как загнанный волк. Синяя тетрадь жгла мне руки. Я перечитывал даты, пытаясь сопоставить их с событиями нашей жизни. Вот 1996 год. Глеб поступает в институт. Мы продаем гараж, чтобы оплатить взнос. В тетради запись. Дополнительно 2 миллиона недель. Вот 2010. Глеб открывает первый бизнес. Просит денег в долг. Мы даем все, что было на книжке. В тетради запись. 50 тысяч рублей сверх нормы. Утром, едва небо посерело над крышами соседних многоэтажек, я оделся. Бритья не было, сил, щетина царапала воротник свитера. Я положил тетрадь во внутренний карман куртки, ближе к сердцу, которое теперь билось с перебоями, тяжело и глухо. Мне нужно было в банк. Утро в нашем районе всегда начинается одинаково хмуро. Дворники скребут лопатами асфальт, издавая звук, от которого ноют зубы. Машины, покрытые инеем, натужно кашляют, прогревая двигатели. Из подъездов выходят люди, серые, сонные, закутанные в шарфы по самые глаза, спешащие к автобусной остановке. Я влился в этот поток. Я шел, опираясь на палку, колено ныло к смене погоды, и мне казалось, что все вокруг знают мою тайну, что они смотрят на меня и думают: вон идет старый дурак, которого 40 лет водили за нос. Отделение банка открывалось в 9. Я был там в 8:40. Стоял у закрытых стеклянных дверей, переминаясь с ноги на ногу, дышал на замерзшее стекло. Рядом топталась еще пара пенсионерок, обсуждающих цены на творог. А Вера-то Андреевна, царствие небесное, тоже тут часто бывала. Вдруг сказала одна из них, баба Нюра из 3-го подъезда. Узнала меня, несмотря на поднятый воротник. Я вздрогнул. «Часто говоришь?» «Да почитай каждую неделю, Тимофей Ильич. Мы уж смеялись, на работу, мол, ходит. Всегда к открытию. И всегда к одной и той же операционистке, к Ленке, что в 5-м окне». В 9:00 охранник лениво отпер замок. Я вошел первым. Не стал брать талончик в терминале. Эти бездушные машины меня всегда путали. Я пошел прямо к администратору, молодой девица с приклеенной улыбкой. «Мне нужно к управляющей», — сказал я. «У вас назначено? Ольга Петровна занята». «Скажи ей, муж Веры Беловой пришел. По поводу наследства и вкладов. Дело срочное». Управляющая Ольга Петровна была женщиной моих лет, строгой, с высокой прической. Она знала Веру. Она вышла ко мне через 5 минут, пригласила в кабинет. «Примите мои соболезнования, Тимофей Ильич». Вера была пунктуальным клиентом. Я сел на стул, положил палку на колени. «Ольга Петровна, я не буду ходить вокруг да около. Я нашел дома записи.
Моя жена снимала со счета деньги. Много денег. Каждую неделю. Мне нужно знать, куда. Управляющая сняла очки, потерла переносицу. Она явно чувствовала себя неловко. Тимофей Ильич, есть такое понятие «банковская тайна». Но раз Вера умерла, а вы, я так понимаю, вступаете в наследство, она вздохнула, повернулась к компьютеру, постучала по клавишам. Да, счет практически пуст. Там осталось 140 рублей 30 копеек. «А куда уходили переводы?» — спросил я, подавшись вперед. «На какой счет?» Ольга Петровна посмотрела на меня поверх монитора странным взглядом. В нем была смесь жалости и недоумения. Никаких переводов не было, Тимофей Ильич. Вера Андреевна никогда не делала безналичных операций. Она не доверяла, как она говорила, цифрам в воздухе. Тогда как? Наличными? Она всегда заказывала наличные заранее, крупные купюры, всегда в четверг. Приходила, снимала в кассе, клала в конверт. Обычный почтовый конверт без марок, и уходила. Куда уходила? Ну, управляющая замялась. Я не следила, конечно, но девочки-кассиры говорили, она выходила не через главный вход на проспект, а просила открыть ей боковую дверь, ту, что ведет во двор, к разгрузочной зоне магазинов. Говорила, там короче до аптеки. Боковая дверь, задний двор. Там, где стоят мусорные контейнеры и где вечно паркуются грузовики «Магнита». Там нет камер, там тупик. Идеальное место. «Можно мне...» — голос мой дрогнул. «Можно мне посмотреть записи с камер наблюдения? Внутри банка. За прошлый четверг. Это был последний раз, когда она выходила из дома». Ольга Петровна поджала губы. «Это против правил, Тимофей Ильич. Только по запросу полиции. Ольга». Я назвал ее по имени, без отчества, как старую знакомую. «Я не пойду в полицию. Пока. Я должен сам понять. Пожалуйста. Ради памяти Веры. Я ведь с ума сойду, если не узнаю». Она молчала минуту. Слышно было, как гудит системный блок под столом. Потом решительно кивнула. «Ладно. Только никому. И только один фрагмент». Она развернула монитор ко мне. На экране замелькали черно-белые кадры. Дата — 8 Нальмярва, 2026. Четверг. Время — 10:15. Вот она входит. Моя Вера. В своем стареньком пуховике, в вязаном берете. Двигается медленно, тяжело. Ноги болели. Артрит. Подходит к кассе. Кассир передает ей что-то через лоток. Вера берет пачку денег, толстую, перетянутую резинкой. Озирается по сторонам. Вид у нее испуганный, затравленный. Она прячет деньги в сумку, прижимает ее к груди обеими руками. Потом она идет не к выходу, а вглубь коридора, к служебной двери. Камера переключается. Коридор. Она толкает тяжелую металлическую дверь и исчезает в снежной круговерти двора. «И все?» — спросил я. «Дальше камер банка нет», — развела руками Ольга Петровна. «Там двор». Я вышел из банка, шатаясь. Морозный воздух обжег легкие, но не остудил голову. Задний двор. Я обошел здание. Глухой закуток, заваленный грязным снегом. Стены исписаны граффити. Здесь пахло гнилыми овощами и выхлопными газами. Она приходила сюда с деньгами. Здесь ее кто-то ждал. Я стоял и смотрел на утоптанный снег. Следы давно замело, но я будто видел этот призрак черного автомобиля. Мне нужны были глаза. Глаза, которые видели то, что не видели камеры банка. И я знал, кому идти. Я достал телефон, набрал номер, который помнил наизусть еще с заводских времен. «Петрович? Здорово, старый. Дело есть. Не телефонное. Наливай, я еду». Петрович, бывший начальник охраны нашего завода,
а ныне пенсионер и сторож в гаражном кооперативе, был единственным человеком, который умел доставать информацию из-под земли. И он был единственным, кому я мог рассказать про этот позор. Потому что если то, что я думаю, правда, то мне понадобится не просто помощь, мне понадобится оружие. И я не про пистолет. Гаражный кооператив «Лада-2» был государством в государстве. Лабиринт из ржавого железа и красного кирпича, занесенный снегом по самые крыши. Здесь не действовали законы города. Здесь время текло иначе. Густым, тягучим потоком, пахнущим отработкой, бензином и мужской свободой. Я пробирался по узкой колее, протоптанной между сугробами, опираясь на палку. Мороз крепчал. К вечеру обещали -25, и воздух уже звенел, как натянутая струна. Гараж Петровича был в 3-м ряду, номер 118. Место силы. Мы с ним тут полжизни провели. Перебирали движки, варили днища нашим «Жигулям», прятались от женских скандалов и просто молчали, глядя на огонь в буржуйке. Петрович уже ждал. Калитка в массивных воротах была приоткрыта, из щели выбивался пар и желтый электрический свет. «Заходи, не студи избу!» — рявкнул он из глубины, едва я занес ногу через порог. Внутри было тепло и накурено. Гудел старый масляный обогреватель, на верстаке, застеленном газетой, уже стояла запотевшая бутылка кедровки, его фирменной, на орешках, и тарелка с нарезанным салом, луком и солеными огурцами. Сам Иван Петрович, грузный, седой, с лицом, похожим на печеную картошку, и хитрыми, глубоко посаженными глазами, сидел на продавленном диване, выдранном из какого-то старого автобуса. «Здорово, Тимоха!» Он не встал. Ноги у него болели еще хуже моих, но протянул широкую, как лопата, ладонь. «Садись. Вид у тебя, конечно, краши в гроб кладут». Я стянул шапку, отряхнул снег с плеч, сел напротив. В гараже пахло ветошью и той особенной, уютной грязью, которая бывает только в мастерских, где работают руками. На стенах висели инструменты, развешанные с педантичной аккуратностью. Гаечные ключи по росту, отвертки по ранжиру. И старый плакат с полуголой девицей на капоте «Волги», высветший до бледно-голубого. «Наливай», — глухо сказал я. Петрович молча разлил настойку по граненым стопкам. Мы выпили. Жидкость огнем прокатилась по пищеводу, немного отпустила тугой узел в груди. Петрович захрустел огурцом, выжидательно глядя на меня. Он умел ждать. Бывший опер, потом начальник службы безопасности завода. Он знал, что человек должен сам созреть, чтобы вывалить нутро. Я полез во внутренний карман и достал синюю тетрадь. Положил ее на газету рядом с салом. «Что это?» — Петрович прищурился. «Это, Ваня, цена моей семейной жизни. Посмотри». Он вытер руки о тряпку, надел очки, висевшие на шнурке на шее, и открыл тетрадь. Сначала листал быстро, потом медленнее. Его густые брови ползли вверх. Он шевелил губами, подсчитывая что-то в уме. «Ни хрена себе!» — выдохнул он наконец. «Это ж сколько? 15 20? Тимох, ты что, подпольным миллионером был, как Корейко?» «Это Вера», — сказал я, глядя в пол. «Вера снимала. 40 лет. Каждый четверг». «Вера?» — Петрович поперхнулся воздухом. «Твоя Вера? Да она же рубля лишнего на себя не тратила. Мы ж с ней сколько раз... Погоди, куда? Вот это я и хочу узнать». Я рассказал ему про банк, про пустой счет, про черный ход и отсутствие камер. «Мне нужно узнать, кто ее там ждал, Вань. У меня кишки горят, я спать не могу. Я думаю, а вдруг любовник? Или шантаж? Или секта какая?» Петрович нахмурился, побарабанил пальцами по столу. «Любовник вряд ли. Вера Андреевна женщина строгих правил была, да и в таком возрасте. Секта?
Возможно. Сейчас этих мошенников развелось. На лечение кармы, на спасение души. Но 40 лет? Не, тут что-то другое. Системное. Он потянулся к полке, достал старый потертый ноутбук, который использовал для диагностики машин. «Задний двор Сбера, говоришь? На Ленина 45?» «Да. Там камер банка нет, это верно. Экономят буржуи. Но...» — он хитро прищурился. «Там напротив торговый центр «Плаза». А у них на рампе разгрузки стоит купольная камера. Она как раз захватывает весь тот пятак, где мусорные баки. И эта камера подключена к системе «Безопасный город». И ты можешь...» Я подался вперед. «Я нет. Я пенсионер, мое дело шлагбаум открывать. А вот племянник мой, Колька, он сейчас в дежурной части ЦОДа сидит, старшим смены». Петрович достал телефон. «Наливай пока по второй. Дело тонкое». Он набрал номер, включил громкую связь, но тут же опомнился и приложил трубку к уху. «Коля! Здорово, племяш! Да, дядя Ваня, слушай, вопрос жизни и смерти. Не по службе, а по дружбе. Нужно глянуть архив за прошлый четверг. Адрес скину. Время?» Он посмотрел на меня. 10:15 утра, подсказал я. С 10 до 11 утра. Да, Ленина 45, задний двор. Машина какая-нибудь терлась. Или человек. Нет, криминала нет. Семейная. Коль, очень надо. С меня причитается. Да, коньяк тот самый. Жду. Мы выпили по второй. Тишина в гараже стала вязкой. Я смотрел на огонь в щели буржуйки и думал, а хочу ли я знать? Может, лучше сжечь эту тетрадь прямо сейчас, допить бутылку и умереть спокойно, веря, что жена была святой. Но злость, холодная и острая, не давала мне покоя. Ноутбук пискнул через 10 минут. Пришло сообщение в мессенджер. Файл. «Ага, прислал шельмец», — проворчал Петрович, открывая видео. «Ну, давай глянем кино». Мы склонились над мутным экраном. Изображение было зернистым, серым. Типичная картинка с уличной камеры в пасмурный день. Видео было снято с телефона тайком, иначе Колю бы уволили. Но на безрыбье и рак щука. Вот задний двор. Грязный снег, контейнеры, стены, исписанные тегами. Пусто. Тайм-код в углу бежал быстро. 10:10, 10:12. В 10:14 в кадр въехал автомобиль. Черный седан. Грязный. Номеров не разобрать. Залеплены снегом. Но машина дорогая, хищная. БМВ, кажется, или Ауди. Машина встала в тупике у трансформаторной будки, так, чтобы ее не было видно с дороги. Двигатель не глушили. Из выхлопной трубы бил густой белый дым. В 10:17 открылась металлическая дверь банка. Вышла маленькая фигурка. Вера. Я узнал ее сразу. По походке, чуть прихрамывающей на левую ногу. Она оглянулась, прижала сумку к себе и быстро засеменила к машине. Заднее стекло автомобиля опустилось. Не полностью, лишь наполовину. Вера достала из сумки белый конверт. Протянула его в щель окна. Из темноты салона высунулась рука. Я нажал на паузу. «Увеличь», — хрипло попросил я. Петрович пощелкал мышкой, приближая изображение. Пиксели расплылись, но картинка осталась читаемой. Рука была мужская. В рукаве дорогого пальто или пиджака. На безымянном пальце блеснул перстень-печатка. Массивный, с черным камнем. А на запястье сверкнули часы. Золотые, крупные. Меня словно ударили обухом по голове. Дыхание перехватило. Я знал эту руку. Я видел ее вчера за поминальным столом, когда она наливала водку. Я видел ее в детстве, когда она сжимала игрушечный пистолет.
«Глеб!» — вырвалось у меня. Петрович замер. Он медленно повернул голову ко мне. «Сын? Это его часы», — прошептал я. «Он вчера ими светил. И перстень. Это мой подарок ему на 30 лет. Печатка с ониксом. Твой сын доил мать?» Голос Петровича стал жестким, металлическим. «Тимоха, ты уверен? Может, он просто забирал ее, подвозил?» «Забирал?» — я горько усмехнулся. «Смотри дальше». Петрович отжал паузу. Рука выхватила конверт. Резко, грубо, словно вырывая добычу. Вера что-то сказала, протянула руку, словно хотела коснуться сына, погладить. Но стекло поползло вверх, отсекая ее. Машина газанула, выбросив клуб дыма, и резко сдала назад, разворачиваясь. Вера отшатнулась, чтобы не попасть под колеса. Она осталась стоять одна посреди грязного двора, глядя вслед уезжающему автомобилю. Стояла долго, секунд 10. Потом опустила голову и побрела прочь. Видео закончилось. Петрович закрыл ноутбук громко. «Вот же сучонок», — сказал он. В этом слове было столько презрения, что воздух, казалось, стал плотнее. Родную мать. На счетчик поставил. Я сидел, глядя на пустую стену гаража. Внутри меня все вымерло. Не было больше ни боли, ни сомнений. Осталась только пустота. И в этой пустоте начало рождаться решение. Страшное, тяжелое, как бетонная плита. 40 лет, Ваня», — сказал я ровным, чужим голосом. Он начал это в 85-м. Ему тогда было 20 лет, студент, комсомолец. «Шантаж?» — спросил Петрович. «Чем он мог ее держать? Вера Андреевна — святая женщина. Любовника у нее не было, воровать она не умела. Чем?» «Я найду чем». Я поднялся. Ноги держали крепко, опьянение прошло. «Спасибо, Ваня, ты мне глаза открыл. Погоди». Петрович схватил меня за рукав. «Ты дров не наломай. Убить его хочешь? Не бери грех на душу, Тимоха. Он того не стоит». «Убивать?» — я посмотрел на друга. «Нет. Смерть для него — это слишком легкий выход. Я сделаю так, что он жить не захочет». Я вышел из гаража в ночь. Мороз больше не кусался. Я его просто не чувствовал. Домой я вернулся за полночь. Квартира встретила меня темнотой и холодом. Казалось, тепло ушло вместе с Верой навсегда. Я не стал включать свет в прихожей, прошел на кухню, налил стакан воды из-под крана. Вода была ледяной, отдавала хлоркой и ржавыми трубами. Наш водопровод. Глеб. Мой мальчик. Мой первенец. Я вспомнил, как забирал его из роддома. Сверток с синей лентой. Вспомнил, как учил его кататься на двухколесном велосипеде школьник. «Папа, не отпускай! Папа, я боюсь!» «Не бойся, сын, я держу!» Я держал его всю жизнь. А он, оказывается, все это время пил из нас кровь. Почему? Вопрос бился в голове, как пойманная птица. Чтобы сосать деньги 40 лет, нужен рычаг. Страшный рычаг. Я пошел в кабинет Веры. Теперь я не чувствовал себя вором. Я чувствовал себя следователем на месте преступления. Я снова открыл секретер. Перерыл все. Каждую бумажку, квитанции, рецепты, письма от подруг. Ничего. Где-то должно быть объяснение. Вера не могла просто платить. Должен быть договор. Или угроза. Я поднял голову. Антресоли. В коридоре под самым потолком были старые встроенные шкафы, куда мы не заглядывали годами. Там хранились елочные игрушки, мои старые рыбацкие сапоги и архив. Школьные дневники детей, старые учебники. Я притащил стремянку. Полез наверх, кряхтя и ругаясь на больную спину. Распахнул дверцы. Пыль ударила в нос. Я начал вышвыривать коробки. Старый пылесос «Ракета», коробка с елочными шарами, пакет с диафильмами. В самом углу, за банками с засохшей краской,
лежала старая картонная папка с завязками. На ней рукой Веры было написано «Глеб. История». Я спустился со стремянки, прижимая папку к груди. Сел на пол прямо в коридоре под желтым светом лампочки. Развязал тесемки. Первым выпал листок бумаги. Пожелтевший, клетчатый, вырванный из тетради. Дата 12 февраля 1985 года. Текст был написан печатными буквами, коряво, с намеренными ошибками. Но я узнал этот стиль. Это была попытка скрыть почерк, но характерный наклон букв «Т» и «Р» выдавал автора. Я видел этот почерк в школьных сочинениях Глеба. «Уважаемая Вера Андреевна, ваш сын Глеб совершил страшное. Он взял в долг у серьезных людей и проиграл. А еще он сбил человека на машине отца. Мы решили вопрос с милицией, но теперь он должен нам. Если вы не будете платить каждую неделю по 150 рублей, мы сдадим его. Его посадят лет на 10. Или убьют. Отец не должен знать. Если узнает Тимофей, мы убьем Глеба сразу. Платите и молчите». Я перечитал это 3 раза. 1985 год. Глебу было 20. Он учился на 2-м курсе политеха. Я помню тот год. Я тогда был в командировке в Сургуте. Полгода не был дома. Машина, моя 6-ка, стояла в гараже. Когда я вернулся, на ней была вмятина на крыле. Вера сказала, что сама задела ворота, когда пыталась выгнать, чтобы помыть. Я поверил. Она даже права имела, хоть и не ездила. Значит, он взял машину, пока меня не было. Катался с друзьями. Может, и правда кого-то задел. Или просто разбил фару и испугался, но письмо... Серьезные люди. В 85-м году? Рэкет? Бред. Это были еще советские времена, но Вера, моя простая, доверчивая Вера, выросшая в деревне, она испугалась. Отец не должен знать. Это был ключ. Она знала мой характер. Знала, что если бы я узнал, что сын проигрался или разбил машину пьяным, я бы выпорол его. Отправил бы в армию. Но я бы решил вопрос. Я бы не дал его убить. Она выбрала платить, спасать. Я перевернул письмо. Там было еще одно. 1995 год. «Мама, это я. Они снова нашли меня. Те братки из 90-х. Они теперь бизнесмены, но долг вырос. Сказали, что сожгут нам квартиру, если не увеличим платеж. Папе ни слова. У него сердце. 2005 год. Мам, проверка из налоговой. Могут посадить за махинации. Нужно дать взятку. Регулярно. Иначе я в тюрьму. А у меня дети. Ты же не хочешь, чтобы внуки росли без отца?» Я читал эти письма. Хроники лжи длиной в жизнь. Это не было внешним врагом. Не было никаких бандитов в 85-м. Не было серьезных людей. Был только Глеб. Мой сын, который в 20 лет, проигравшись в карты или просто захотев красивой жизни, придумал страшную сказку для матери. И увидев, что это сработало, что мать готова отдать последнее ради его спасения, он превратил это в систему. Он создал себе дойную корову из страха собственной матери. Он жил на эти деньги, покупал свои первые иномарки, возил жену в Турцию, покупал часы. И все это время смотрел матери в глаза, брал конверты на заднем дворе, играя роль жертвы обстоятельств. Меня затошнило. Физически. Я побежал в туалет, и меня вырвало желчью. Я умылся холодной водой. Посмотрел на себя в зеркало. Из стекла на меня глядел старик с серым лицом и глазами, в которых плескалась тьма. «Ну что, Глеб Тимофеевич,
сказал я своему отражению. «Ты хотел красивой жизни? Ты ее получишь. Я устрою тебе такой финал, что 90-е покажутся тебе утренником в детском саду». Я вернулся на кухню, достал телефон, нашел номер дочери. «Светка, спишь?» «Пап, 3 часа ночи, что случилось? У тебя давление?» Голос дочери был встревоженным, заспанным. «Нормально все. Слушай меня внимательно. Завтра собери всех. Мужа, детей. И Глебу позвони. Скажи, отец зовет на семейный совет по поводу наследства. Пап, может, после 9 дней? Зачем сейчас? Завтра, Света, в 6 вечера. Чтобы все были. Скажи Глебу. Я решил переписать квартиру и дачу. Пусть приезжает с паспортом». Ты что, решил на него переписать?» В голосе дочери прозвучала горькая обида. Она привыкла, что Глеб — любимчик. «Приезжай, дочка, все узнаешь». Я положил трубку. Теперь оставалось самое трудное — подготовиться. Я не спал остаток ночи. Я сидел за столом и писал. Не завещание. Я писал сценарий последнего акта этой пьесы. Я выкладывал на столе улики. Тетрадь, распечатки с камер. Я переслал их себе на почту и распечатал на старом принтере Веры. Письма Глеба. Я нашел старую фотографию. Мы втроем. Я, Вера и маленький Глеб на море. Мы счастливые, загорелые. Глеб смеется, сидя у меня на шее. Я взял зажигалку. Поднес огонек к углу фотографии. Глеб сгорел первым. Потом Вера, потом я. Пепел упал на клеенчатую скатерть. Я смахнул его в мусорное ведро. Завтра четверг. День платежа. Что ж, сынок, завтра ты получишь свой последний конверт. Весь день я готовился к этому вечеру, как к последнему бою. Я выбрился начисто до синевы, хотя кожа, пергаментная и сухая, протестовала против лезвия. Надел свой единственный выходной костюм. Темно-серый, шерстяной, купленный еще на юбилей завода 10 лет назад. Он висел на мне мешком. Я ждал за эти дни, усох, словно из меня выпустили воздух. Но галстук я затянул туго, так, чтобы чувствовать узел кадыком. Это помогало собраться. В квартире было тихо и стерильно. Я убрал все лишнее. Со стола в зале исчезла кружевная скатерть, вазочка с сушками, солонки. Осталась только голая полированная поверхность, холодная и темная, как лед на озере. В центре стола я положил синюю тетрадь. Справа от нее стопку распечатанных писем. Слева файл с фотографиями с камер наблюдения. И с краю, там, где должен был сесть Глеб, я положил толстый белый конверт. Пухлый, тугой. Точно такой же, какие Вера носила 40 лет. Первой пришла Света. Звонок прозвенел ровно в без 15:06. Она всегда приходила заранее. Привычка человека, который боится опоздать и подвести. Привычка бюджетника, врача, живущего по расписанию. Она вошла, отряхивая снег с дешевого пуховика. Усталая, с серыми кругами под глазами. «Пап, ты чего такой парадный?» Она удивленно посмотрела на мой костюм. «И дверь открыта. Проходи, дочка, раздевайся. Чайник горячий». Света прошла в зал, увидела голый стол и документы. Напряглась. «Пап, если вы с Глебом будете делить квартиру, ты не переживай, я не претендую». Она села на краешек стула, нервно теребя замок сумки. «Я понимаю, Глебу нужнее. У него бизнес, долги, статус. А мы с Толиком как-нибудь сами. Ипотеку еще 5 лет платить, но справимся». Я смотрел на нее, и сердце сжималось. Вот она, моя дочь, честная, битая жизнью, привыкшая быть на вторых ролях. Глебу нужнее. Эту фразу в нашем доме повторяли как молитву. Глебу нужнее новый велосипед, а Светка походит в старых сапогах. Глебу нужно оплатить институт, а Светка поступит сама, она умная. Глебу нужно помочь с квартирой, а Светка сильная, вытянет. Ничего ты не понимаешь, Светлана.
тихо сказал я. «Сегодня никто ничего делить не будет. Сегодня мы будем подводить итоги». В 6:05 в прихожей раздался грохот, топот и громкий голос. Явился Глеб. Он влетел в квартиру как хозяин жизни. Раскрасневшийся с мороза, пахнущий дорогим табаком и кожаным салоном автомобиля. На плечах кашемировое пальто, на ногах итальянские ботинки, которые стоили, наверное, как 3 зарплаты Светы. «Батя, ну что за срочность?» Он с порога начал наступление. «Я встречу отменил, люди ждут. Надеюсь, там не просто посиделки. Документы готовы?» Он прошел в комнату, даже не разувшись, оставляя мокрые следы на паркете. Увидел Свету, кивнул ей небрежно. «О, сеструха, привет. Ты тоже в доле? Надеюсь, без обид. Мы с отцом все обсудили. Мне оборотные средства нужны срочно, я потом компенсирую». Он плюхнулся на стул напротив меня, расстегнул пуговицу пиджака. Те самые часы, золотые, массивные, снова блеснули под люстрой. «Давай, пап, что подписывать? Дарственную?» Я молчал. Я смотрел на него и пытался найти в этом лощенном, уверенном в себе мужчине того мальчика, которого я учил держать молоток. Того, кто плакал, когда у него умер хомяк. Где он? Куда он делся? Напротив меня сидел чужой человек. Хищник. Паразит, который отъелся на теле матери. «Подписывать ничего не надо, Глеб», — сказал я. Голос мой звучал сухо, как шелест осенних листьев. «Сначала почитай». Я подвинул к нему синюю тетрадь. Глеб скользнул по ней равнодушным взглядом. «Что это? Мемуары матери?» «Пап, мне некогда читать сентиментальную. Открой. Страница 1. 1985 год». Глеб фыркнул, картинно закатил глаза, но тетрадь открыл. Секунда, 2, 3. Я видел, как меняется его лицо. Сначала недоумение, потом узнавание. Потом, когда он увидел столбики цифр и даты, его кожа начала приобретать сероватый землистый оттенок. Он захлопнул тетрадь. «Ну, и что? Мать вела бухгалтерию, экономила. Ты меня для этого позвал? Показать, как она копейки считала?» «Копейки?» — переспросил я. «Там миллионы, Глеб. Миллионы, которые она носила тебе. Каждую неделю. 40 лет». Света охнула. Она подалась вперед. «Папа, о чем ты? Какие миллионы?» «А вот такие». Я бросил на стол распечатки писем. То самое, первое, написанное печатными буквами. «Читай, Света», вслух. Света дрожащими руками взяла пожелтевший листок. «Уважаемая Вера Андреевна, ваш сын Глеб совершил страшное. Мы убьем его». Она запнулась, подняла на брата глаза, полные ужаса. «Глеб? Это что, тебя хотели убить? В 85-м?» Глеб сидел неподвижно. Его глаза сузились, превратившись в 2 колючие точки. Он понял, что это не просто разговор. Это суд. Но он был игроком. Он решил идти ва-банк. «Это бред», — выплюнул он. «Ты нашел какие-то старые бумажки. Мало ли кто писал. Может, маразм у нее был. Сама себе писала». «Сама себе?» — я усмехнулся. «А деньги она тоже сама себе передавала. На заднем дворе банка. Я выложил фотографии. Вот машина, вот рука с перстнем, вот передача конверта». Глеб побледнел окончательно. Капли пота выступили на высоком лбу. Он вскочил, опрокинув стул. «Ты следил за мной? Ты, старый маразматик, нанял кого-то следить за собственным сыном? Да ты в своем уме? Сядь!» Рявкнул я так, что задребезжали стекла в серванте. Это был голос начальника цеха, голос, который перекрывал шум турбин. «Сядь, сукин сын!» Глеб осел обратно. Он вжался в спинку стула, затравленно озираясь. Маска успешного бизнесмена слетела.
Перед нами сидел напуганный, злобный мальчишка, пойманный на краже. «Зачем, Глеб?» — спросила Света. Ее голос дрожал от слез. «Зачем ты это делал? Мы же последние доедали в 90-е. Мама пальто 10 лет носила. А ты сосал из нее деньги?» «Да пошли вы!» — заорал Глеб. Его прорвало. «Вы не знаете, каково это крутиться. Тебе, Светка, хорошо. Сидишь в своей поликлинике на окладе, ни о чем не думаешь. А мне надо было соответствовать. Бизнес, связи, риски. Да, мне нужны были деньги. Срочно. И что? Она мать. Она обязана была помогать». «Помогать?» Я встал. Я обошел стол и подошел к нему вплотную. «Шантажом? Угрозами? Ты заставил ее поверить, что меня убьют, если она не заплатит. Ты заставил ее жить в страхе 40 лет. Ты украл у нее жизнь, Глеб. Ты украл у нас всех спокойную жизнь». «Да она сама виновата!» — брызжа слюной выкрикнул Глеб. «Наивная дура! Поверила в бандитов. Я просто придумал схему, а она повелась. Если бы она хоть раз поговорила с тобой, все бы вскрылось. Но она боялась. Это ее страх, не мой. Я просто брал то, что лежало плохо». Звонкая пощечина разорвала воздух. Это была не я, это была Света. Она вскочила и ударила брата по лицу, с размаху всей ладонью. «Заткнись! Не смей говорить про маму! Мразь!» Глеб схватился за щеку. В его глазах мелькнуло бешенство. Он замахнулся на сестру, но я перехватил его руку. Моя хватка была железной. Я, может, и старик, но руки, которые 30 лет гнули арматуру, еще помнили силу. Я сдавил его запястье так, что он взвыл. Прямо по золотому браслету часов. «Вон», — тихо сказал я, — «вон из моего дома». «Ты не имеешь права», — зашипел Глеб, пытаясь вырваться. «Я наследник. Тут половина моя. Я тебя по судам затаскаю. Я тебя в дурку сдам, признаю недееспособным. Ты ничего не докажешь, это просто бумажки». Я отпустил его руку. Он отшатнулся, потирая запястье. «Суд?» Я подошел к столу и взял тот самый пухлый конверт, который лежал с краю. «Ты пришел за деньгами, Глеб? За наследством?» «Да, это мое по закону». «Вот». Я кинул конверт ему в грудь. Глеб рефлекторно поймал его. Глаза его алчно блеснули. Он почувствовал тяжесть, плотность пачки. «Что тут, наличка? Ты снял со счетов? Открой». Он дрожащими пальцами надорвал бумагу. Внутри была плотная стопка. Он вытащил ее. Лицо его вытянулось. Это была кукла. Нарезанная газетная бумага, аккуратно сложенная по размеру 5000-ных купюр. Сверху и снизу лежали ксерокопии тех самых писем с угрозами, а посередине — одна настоящая купюра. 10 рублей. Советских. Красненькая. Та, с которой он начал свой бизнес, в детстве воруя мелочь из моих карманов. «Это все, что ты получишь», — сказал я. Я уже был у нотариуса. Я оформил дарственное на квартиру и дачу, на Светлану, и написал завещание. Все мое имущество переходит ей. А тебе, Глеб, я оставил только этот червонец на память. Ты не мог», — прохрипел он. Бумага посыпалась из его рук на пол, как грязный снег. «Мог и сделал. А насчет судов...» Я кивнул на файл с фотографиями и распечатками. «Петрович, мой друг, уже передал копии этих документов и видеозаписей своему племяннику в прокуратуру. Заявление о мошенничестве и вымогательстве в особо крупном размере я написал сегодня утром. Ход ему пока не дали. Пока. Но если ты, Глеб, хоть пальцем тронешь Свету, или попытаешься судиться, или просто появишься на моем горизонте, эта папка ляжет на стол следователю. Статья 163 УК РФ.
до 15 лет. Тебе там понравится, сынок. Там любят таких, как ты. Там тебе быстро объяснят, что такое настоящие, серьезные люди». В комнате повисла тишина. Слышно было только, как гудит холодильник на кухне и как тяжело дышит Глеб. Он понял. Он все понял. Он посмотрел на меня. В его взгляде была ненависть. Чистая, дистиллированная. «Будь ты проклят, батя», — прошипел он. «И ты, и твоя память, и твоя сдохшая жена. Вы мне жизнь сломали». Он развернулся и пошел к выходу. Я услышал, как хлопнула входная дверь. Услышал, как заурчал мотор его машины во дворе. Как взвизгнули шины. Ноги мои подкосились. Я сел на стул. Света стояла у окна, закрыв лицо руками, и плакала. Тихо, беззвучно, вздрагивая худыми плечами. Мы сидели молча еще минут 10. Пол был усеян обрезками газет. Кукла, которую я клеил всю ночь, теперь казалась мусором. «Пап», — Света повернулась ко мне. Глаза у нее были красные, опухшие. «Ты правда написал заявление? Ты посадишь его?» Я посмотрел на свои руки. Узловатые, в старческих пятнах. Руки, которые строили, а не ломали. «Нет, дочка, не посажу. Не по-людски это, сына в тюрьму сажать. Какой бы он ни был. Бог ему судья. Но пугать его надо было, чтобы он исчез, чтобы он забыл дорогу сюда. А если он вернется? Не вернется. Он трус. Все тираны трусы. Он сломался, как только почуял силу. Я встал и начал собирать с пола бумажки. Света бросилась помогать. Мы ползали по паркету на коленях, как два муравья, собирая осколки нашей семьи. «Знаешь, Света», — сказал я, бросая обрезки в мусорное ведро, — «я ведь продаю все». Она замерла с горстью бумаги в руке. «Как продаешь? Квартиру?» «И квартиру, и дачу, и гараж. Мне тут больше не жить. Тут каждая стена верой дышит. Каждая половица скрипит. Обманули, обманули. Я задохнусь здесь». «А куда ты? К нам? Толик не будет против? Мы потеснимся?» «Нет, не к вам. Я старый волк, мне в стае тесно будет. Я купил автодом». «Что?» — Света вытаращила глаза. «Пап, какой автодом? Тебе 78. «Газель» переделанную. У Петровича знакомый продавал. Нормальная машина, теплая. Печка, койка, газовая плитка. Что еще старику надо? «Папа, это безумие. Зима на дворе, ты замерзнешь, заболеешь. А давление, а лекарства?» Я улыбнулся. Впервые за эти дни я почувствовал, как мышцы лица расслабляются. «Не замерзну. Я на юг поеду, к морю». Вера всю жизнь мечтала на море съездить. Все копила, копила. Вот я за нее и съезжу, развею там ее платок. И сам посмотрю. Может, и поживу там. В Краснодарском крае, говорят, станицы хорошие, тепло. «Пап, не спорь, дочка. Я все решил. Деньги от продажи квартиры тебе. Купите столиком трешку, детям комнаты отдельные сделайте, ипотеку закройте. Живите. Только живите честно, слышишь? Чтобы без камня за пазухой». Она обняла меня. Крепко, как в детстве. Заплакала, уткнувшись мне в пиджак. Я гладил ее по волосам, которые уже начали сидеть, и думал. Вот оно, мое богатство. Не Глеб с его роликсом, а вот эта уставшая женщина, которая умеет прощать. Сборы заняли 2 недели. Квартира продалась быстро. Место хорошее, метро рядом, ремонт хоть и советский, но чистый. Покупатели, молодая пара, ходили по комнатам, планировали, где поставят детскую кроватку. Я смотрел на них и желал им мысленно, чтобы у них не завелось своей синей тетради. Автодом стоял у подъезда. Старенькая, но крепкая «Газель Next», переоборудованная рукастыми мужиками. Внутри пахло деревом и новым матрасом. Я взял с собой минимум вещей. Чемодан с одеждой, инструменты, старые фотоальбомы, те, где не было Глеба,
удочки и икона Николая Чудотворца, который меня благословляла еще моя мать. Последний день я поехал на кладбище. Могила Веры была занесена снегом. Крест стоял черный, строгий. Фотография в овале. Она там молодая, улыбается, еще не зная, что ее ждет 40 лет рабства у собственного сына. Я расчистил снег руками. Положил 2 гвоздики. Я достал из кармана синюю тетрадь. Вот она, бухгалтерия предательства. Я чиркнул зажигалкой. Пламя неохотно лизнуло уголок обложки, потом занялось веселее. Бумага, пропитанная ложью, горела хорошо. Я держал тетрадь за корешок, пока огонь не подобрался к пальцам. «Прощай, Вера», — сказал я ветру. «Я не держу на тебя зла. Ты мать. Ты любила, как умела. Глупо, слепо, страшно, но любила. Спи спокойно. Больше тебе платить не надо. Кредит закрыт». Черный пепел упал на белый снег. Ветер подхватил его и понес прочь, в сторону леса. Я повернулся и пошел к машине, не оглядываясь. Трасса М4 Дон бежала под колеса серой лентой. За окном мелькали заснеженные поля, черноземные лесопосадки, редкие деревни с дымами из труб. В кабине было тепло. Играло радио. Высоцкий хрипел про «кони привередливые». Я крутил баранку, чувствуя, как вибрирует руль. Это была вибрация жизни. Телефон пискнул. Сообщение от Светы. «Пап, как ты? Проехали Воронеж. Толик перевел деньги на твою карту, на бензин. Любим тебя. Береги себя. Звони каждый вечер». Я улыбнулся. Все правильно. Жизнь не кончилась. Она просто сделала крутой поворот. Впереди было море. Я его никогда не видел зимой. Говорят, оно суровое и серое, как сталь. Ничего. Мы с ним договоримся. Я нажал на газ. «Газель» натужно взревела, набирая скорость. Спидометр отсчитывал новые километры. Километры свободы.